Итак, здравствуйте, дорогие друзья, всех с прошедшими праздниками, с Новым годом, с Рождеством. Сегодня у меня такой вот ролик, решил вам показать на выходных, так сказать, что-нибудь поделать. Вот, и я хочу вам показать приготовление котлет из 3 видов рыбы. Это щука, налим. И добавим туда маленько ряпушку. Вот. В данном случае сейчас вот я занес прямо с балкона. У нас холода минус 50 градусов, а то и более 52. Местами в районах вообще по 55, где-то вообще 60. Вот. Наступили такие настоящие якутские морозы. Рыба, как вы можете видеть, она вообще вот стоит колом. Вот я ее занес, минут 5 прошло. И сейчас я хочу показать вам способ очистки, чтобы быстро, без соплей. Вообще эту очистку я делаю сразу снаружи, обычно где-то в дворе, где-то вот где я храню рыбу, здесь, на каком-нибудь полене, там, полежке, удобно, чтобы было. Вот. Можно сделать прямо вот в квартире, конечно. Здесь я постелил, чтобы сильно не летела кожа. Ну, некоторые говорят, что кожа самая вкусная. Некоторые говорят, что зачем ты выбрасываешь шкуру и так далее, кожу. Вот. Кто как делает, в общем. Хотите, чистите. Вот раковина, конечно. Но я так заморачиваться не буду, рыбы у меня много. Поэтому я чищу так. Предварительно я отрубил рыбе головы. Срезал топориком, стесал плавники у всех, потому что рыба транспортировалась из района, из Жиганского, с северов. И вы можете то же самое также делать. Ну, чистить рыбу очень просто. Нож нужен острый. Вот так вот она срезается. Вот смотрите, даже для любителей кожицы, кожица отстается. Вот эти вот ошметки щучьи я не буду выбрасывать, потому что я буду из всех вот этих шкурок готовить совершенно другое блюдо. Поэтому на канале у меня будут, на втором канале, на лайфе, будут ролики также выходить с экспериментальной кухней. Также, друзья, хочу поставить вас всех в известность о том, что сейчас в связи с различными ограничениями с Ютуба я уже потихоньку перехожу на ВКонтакте. Поэтому подписывайтесь на мои группы ВКонтакте. Клевая рыбалка лайв. Все ссылки будут в описании под роликом. А также, друзья, сообщаю вам о том, что сейчас идет конкурс, розыгрыш, то есть поездка на клевую рыбалку. Возможно, весной кого-то я приглашу из вас. Ссылка на мой WhatsApp также находится в описании. В этом WhatsApp вы можете посмотреть сувенирную продукцию от клевой рыбалки, также якутские ножи. И вот так легко, очень просто срезается прямо чешуя, то есть кожура остается, кожа, кто любит кожу, для любителей кожи. Вот. Конечно, если я сейчас сделаю немножко усилие, то срежется, уже кожица начнет срезаться, вот как здесь вот в данном случае. Ну, я срезаю, допустим, без особых усилий, вот. Чисто режу чешую, получается. То есть без грязи, без пыли. Вот, видите, вот я срезал кусок кожи. Мы будем это все перекручивать, будут котлеты. Котлета будет из 3 видов рыб, как я сказал, щука, окунь и ряпушка. Щука, налим и ряпушка, потому что налим он сам по себе такой водянистый, он особо безвкусный. Щука придает более сухости к этому, ну а ряпушка будет придавать вкус. И вот посмотрите, вот так вот, очень просто. Кстати, из шкуры щуки очень многие меня спрашивали, как можно лечить суставы. Вот в эти дни я буду лечить суставы
шкурой щуки, поэтому ролик об этом тоже будет на лайв-канале, может быть на основном канале. В общем, подписывайтесь и там в ВКонтакте. ВКонтакте у меня есть группа, сообщество «Клевая рыбалка» и сообщество «Клевая рыбалка лайв», друзья. Так что там ролики будут выходить на день раньше. Там вы можете даже пораньше увидеть даже. Так что давайте вот так вот. Поддержите, как говорится, подписками. И вот так легко чистится, вот, все. Без особой грязи. Можно делать в рукавичках, потому что рыба мерзлая, мороженая. Не обязательно. Ну, вот такие вот перчатки, вот минус 45 китайского производства. Они, друзья, продаются на китайском, на любом китайском рынке. Если у вас в вашем городе есть китайский рынок, то обязательно туда заскочите, скажите, нужны перчатки, как у Вячеслава. И вам их дадут. Продадут. Вот. Вот видите, вот как рыба почистилась. Вот эту чешую, друзья, я выбрасывать не буду. Из нее я буду готовить блюдо тоже. Конечно, звучит дико. Блюдо из чешуи, но такое блюдо есть. То есть, ну, эксперимент, так говорится. То есть такое блюдо из другой рыбы. Ну, из чешуи тоже варят. Мы тоже будем готовить, пробовать. Вот. Все, пожалуйста. Теперь осталось, когда рыба отойдет, мы ее нарежем. Я срежу филе. И это филе мы уже будем крутить на мясорубке. Так, это сейчас мы уберем в пакет. Вот так вот раз, раз. Она, видите, вот уже оттаивает сразу, потому что тонкая стала. И сейчас я это соберу все и заморожу. А потом я буду готовить блюдо. Отдельно ролик, это уже другой. Так, чешую щуки я собрал в пакет. Теперь давайте почистим налима. Налим то же самое. Очень быстро счищается. Тоже берешь и прям пошел срезать кожу с рыбы. Вот. Я прямо топориком даже обтесывал, прямо снаружи. Не обязательно ножом это делать. Но прям на котлеты, филе, для срезки филе, милое дело. И вот так быстро вы чистите рыбу, не размораживая. Все, рыба готова. Можно оставлять на разморозку. Так, ну вот сейчас налимы наши отошли за ночь. Ну и тут стандартно уже сейчас срезаем просто филе с налима. Налим, вот щуку. Я забрал печень и молоко, получается, здесь как его, икру. Все будем перекручивать в фарше. Добавим все в фарш и
Думаю, что домашний фарш, домашняя щука, ну, домашние котлеты пойдет. Поэтому они и называются, что домашние. Там присутствует икра и так далее. Еще и добавим печень. Все, сейчас снимаем филейку и вперед. Так, а это, короче, я добавляю ряпушку. Вот вырезаю хребет. Голову отделяю, внутренности отделяю. Вот. И сейчас будем эту ряпушку перекручивать. Да, там некоторые икра даже есть. Все это будем перекручивать в однородную массу, в один фарш. Вот, чищаю чешую. У ряпушки вот такая мелкая чешуйка. Ее просто вот так вот счищаем. Ну, взял 5 штук. На, получается, 2 щуки, 1 налим и 5 ряпушек. Но вот этот фарш мы будем сейчас добавлять. Такой фарш будем замесивать, месить. Печень налима тоже туда. Маленько нарезал. И фарш. Да. Ну все, теперь начинаем формировать котлетки. Забрасываем примерно по 50 грамм фарша рыбного. Продается вот такой вот формирователь котлет круглых, пресс так называемый. И равномерным нажатием по краям мы просто создаем нашу котлетку. Получается быстро и удобно. Вот так вот. Да, вот такая у нас котлетка получается в итоге. Оп. Так, ну вот, котлеты приготовились. Приготовились они по следующему рецепту. Сначала на масле обжарился лук, чуть-чуть. Вот лук. А потом на этой подушке, получается, с добавлением воды, вот эти котлеты тушились. Ну, они получаются такие ну, вареные, получаются, тушеные, как бы. Затушенные в воде. Вот. Ну, вы можете также и пожарить ей котлеты сразу. Вот. Давайте попробуем. Котлеты у нас получились очень хорошо, держат форму. Вот довольно-таки плотно. Обалденские. Очень вкусно. С овощами. Вот, дорогие друзья, пользуйтесь рецептом. Не знаю, может для кого-то не ново. Может кто-то уже знает этот способ. Ну вот мы решили приготовить котлеты так, из 3 видов рыбы. Так намного вкуснее, потому что один налим только. Если из одного вида рыбы только делать, то получается немножко постно. А так какое-то разнообразие. Тем более здесь еще присутствует печень налима. Вот, пишите ваши комментарии, что вы думаете по этому поводу. Ставьте лайки, делитесь с друзьями. Всем хорошего настроения, всем спасибо, всем пока.